Доброе утро всем. Я, как всегда, на майские уже первый выезд на природу после долгого перерыва межсезонья. С палатками едем, с альпинистами. Проходить практику уже 3 месяца нас обучали ребята. Теперь у нас будут практические занятия на скалах, на Иланке. Как всегда, у меня вещей немерено. Это моя беда, проблема. Даже когда ходил в походы, когда нужно ограничить по снаряжению, у меня всегда было вот, блин, не знаю, что с этим делать. Все как будто нужное, все необходимое. Блин, этот звук как бальзам на душу, да, вот этот. Мы в Бестяхе находимся, едем. Вон Лена еще скована льдом. Ждем, когда он пойдет, через недельку где-то так. Ой, как хорошо-то. Смотрите, какой берег красивый там, такие обрывистые. Это я вот кайфую от того, что сейчас вижу. А на Иланке-то там, я так понимаю, вообще круто. Что, доехали мы на Иланке. Вот он сам поселок. Вот они, скалы Иланки начинаются. Все, приехали. Ребята уже на месте, мы самые последние. Ехали мы сколько часов? 4 часа мы ехали с остановками. Ой. С Андреем круто ездить, потому что можно остановиться в том месте, которое нам понравилось, погулять, поснимать. А не так вот, что обычно едешь куда-нибудь, мчишь без остановок. Ну что, идем с ребятами здороваться. Ну как вы тут устроились? Я смотрю, хорошо? Игорь, привет, привет, а? Теплый, да? Ну, нормальный. Минус 10 спал я в спальнике в нем. Пенка, спальник. Ну, круто. Че ты, Лен, думаешь, под каким углом спать? Да. Под 30 или 40 градусов, да, выбирать? Нет, это местная ведра. Она вот стоит, вот так торчит. Ребята нам рассказывают фишку, как мы ходим в туалет здесь. В общем, мы закапываем за собой. Там, где вот отхожее место, там стоит лопата, воткнута в землю. Ты идешь в туалет, берешь лопату и, собственно, делаешь дела и закапываешь. Если ты идешь, а там лопаты нет, значит, кто-то уже занял это место. Наконец-то я одел шорты первый раз в этом году. Солнышко пока греет. Но я хочу повесить гамак, блин. Я пока не вижу ни одного места, где бы можно это сделать нормально. Вот эти деревья хотел обследовать. Ай, блин, все колючее. Шиповник это или что тут кругом? Мне нужны 2 дерева на хорошем расстоянии друг от друга. Так, ну-ка, ну-ка, ну-ка. Это что-то похоже. Вот это вот. И вот тут кустарник. Да, походу все в порядке. Вот об эти сейчас с одной стороны обхватываю. И туда, к этой сосенке. Здесь сейчас почищу все. Это круто. Я очень хотел снять и показать вам на видео именно, как я эту систему делаю. Я так начал жить уже в лесу года 2 назад, когда эту систему всю на ютубе увидел. Андрей Прото делает эти гамаки у него. Я у него заказал, и вот как он показал, сделал гамак, и это получилось просто вещь. Вы не представляете, как круто в нем спать. И после этого в палатке вообще нереально. Неохота. Ай, колючие. Так. О, отлично. Сейчас сверху тент кидаем.
Как круто-то, а? Вообще, блин. Отдыхает спина, все отдыхает. Все говорят, вот гамак провисает, мой не провисает. Он как раз ровно лежит. Вот так я и буду жить все эти дни. Потом, конечно, так не получится в дальнейшем. Комары меня здесь сожрут. Пока комаров нет, еще можно. А потом, конечно, надо будет палатку все-таки. Привыкать обратно к палатке буду. Сейчас покажу вам, как я натягиваю веревки, чтобы они в струну натягивались. Берем вот так, натягиваем, обносим конец. Так вот и сюда. Оп. Теперь отсюда перекидываем. И уже в обратную сторону идет натяг. И так можно вот несколько раз. Видите, она каждый раз она оп, еще больше усиливает натяг. Все, натянул кусочек, все время оставляю, чтобы можно было, допустим, привязать к дереву и вещи на него вешать. Ну все, теперь делаем домик. Просто оттягиваем сейчас. Сейчас все натяну и покажу уже результат. Так, ну вот, получается, смотрите. Сверху от дождя я спрятался. Внутри получается такой вот прикольный домик. Это, по сути, не гамак, это тент такой же, ну, то есть только из плотной ткани. 3×4. Обхватываю его просто петлей. Не до конца, кусочек остается. Собрал в гармошку, обхватил, привязал, все. Готов. Была у нас долгое время традиция с парнями ездить на рыбалку на майские. Мы открывали сезон. Потом, конечно, я начал последние 2 майских филонить. По походным стал ходить на сплавы. Но ребята этой традиции не изменяют. Даже сегодня они, ну не даже, естественно, сегодня они собрались. Парняги, привет. Дэн, Шурик, Леха, Вован, Паха. Собрались все на реке Волхов в Питере на рыбалку. Антонию, Антоху чуть не забыл. Тоже вроде поехал с парнями. Но без вас скучаю, парни, ничего не говорю. Очень хотелось бы с вами потусить, повеселиться. На моторе погонять сейчас бы по Волхову там. В принципе, он да. Он даже держит без этого верхнего. То есть моросящий дождь. Не, я выключил. Вот так вот он может моросящий дождь держать. И можно, я так спал, ну, ночевал. Прикольно, пока возился там. Лагерь опустел. Куда все делись. Все, походу, пошли лазить. Уже жарко мне. Ну, конечно, ветер холодный. Это так вот. Надо аккуратно, не расслабляться. Очень круто. Прям резко так стало по-летнему. Все хорошо. Я балдею. Машины вот высокие проезжают, получается. Ну, пока воды немного. Лед пойдет, то вода поднимется. Сейчас такое время, что еще можно. Водичка, наверное, холодная. Купаться придется, наверное, тут тоже. Куда деваться. Сегодня у нас пока скалолазание. Первая трасса на естественном рельефе. Не, ну это правильно, а вдруг? Ничего себе, так тут сложно оказывается. Сложнее, чем это кажется. Выпад Ван Дамма. Блин, как жестко. Надо передавать, нет? Нет, глубоко не лазь. Человек, который держит Игоря. Так, расскажи о своих ощущениях. Так, по ощущениям килограмм 60. Да. Да. Но ты... Процентов 10 жира. Чувствуешь ответственность? Нет. Абсолютно. Руку, веревку между рук пусти, Игорь.
Это был срыв, да? Ну ты же не упал? Попытка номер 2. Прикольно это вы придумали. Это кто придумал такую тему? Древние якуты так суп размешивают. Древний якутский метод размешивания супа. А что у нас тут? Расскажи. Тушенка с макаронами, да, суп? Самая вкусная штука. По меню. У меня она маленькая, получается, приходится 2 раза кушать. Спасибо. Довольные туристы, сытые туристы, да? Всем приятного. Я спокоен в смертельном Последний бою. штрих по благоустройству Знаю, встретишь территории. с любовью меня. и установке максимального Что б комфорта. со мной не случилось. Вот и теперь превратились в белых журавлей. Из-под небес, как птицы, окликают. Всем доброе утро. Прозвучала команда подъем. 8 утра. Утро, конечно, хорошее. Солнышко прям греет хорошо. Хорошо чайку горячего заготовить с вечера. Не вставая попить. Чуть взбодриться и вперед. Вышел я такой в тапочках, в шортиках, в футболке по-летнему. А на самом деле нифига не жарко. Солнце греет, конечно, ветер прохладный. Попробуй, какая вода на ощупь. Денющая. Ой, красота. Ну и местечко, блин. Причем я так понял, что мы сюда, не знаю, когда еще приедем. Сейчас лед пойдет. Вот этой дороги уже не будет. Сейчас лагерь потом там ставят наверху, в лесу. Хорошая водичка, обжигающая. Ух, так хорошо становится, как выходишь. Теперь тепло. Помаркируй, я тебя постираю. Скоро будем лазить, давай. Раз. Вперед лазать. Вот это место нравится. Блин, смотрите, как красиво. Я не знаю. Сейчас у меня такое чувство, что вот раньше я вот в такие места ездил только в отпуск. Там на какой-то короткий промежуток времени. Там на сплав, на Кавказ. Когда вот ты понимаешь, что это все временно. А тут сейчас я понимаю, что я здесь живу. И всем этим можно наслаждаться. В общем, мне очень нравится вид, что вот еще река стоит, лед, кусочек воды открытый. Скалы, пляж. Такая вот вообще полоса, смотрите, красивая. Я балдею. И еще 2 дня тут пожить можно. Сегодня будет насыщенный денек. Выдра. Первое, что ну вот таким вот образом вы создаете кольца на себе. Петли. Если для того, чтобы убрать веревку между грипвайн. Вы видите, что грипвайн развязан? А с 2 сторон там склоны по километру. И держишь максималистично, потому что у нас каменка. Вот. Давно тут? Что делаете? Такой интересный склончик, да, вот это? Кулар. Ну и как тут у нас? Ух ты! Блин, какое красивое место. Да? Так, веревку. Ну бывайте! О, круто вообще. Уже можно так вот, как Олег.
отработал, сказал пошел. Ты и работаешь постоянно. Да, на реальном рельефе сложнее. Это называется пройти траверсом. Еще визуально им хорошо же. Команда пошел. Девочки, здесь организуй ему эту гимнастическую. Я не девочка. А что организовать надо? Да зачем ты выбираешь? Где это все лететь? Что такое гимнастическое? Гимнастическая страховка. Это ты его... А, да, покажи, Это что такое невозможно, гимнастическое. не дать ему возможность А, упасть. в булке надо ему упереться, да? Не надо дать ему Если- возможность упасть на копчик Если Маша не против. и на спину. Я вообще не против. Можете трогать его, лапать за него. Придется. Но Если- только не Лена, да? Если это спасет его... Что, супер заплыв? Опять. Вот я поплыл. Жду вас в городе. А знаешь, что самое? Это же теперь, чтобы вернуться, нужно опять в воду лезть. Пройдемте, прогуляемся. Ладно. Тут мелко, ничего страшного. Оп. Ой, как ноги-то сводят, блин. Хорошо. Главное себя пересилить. Никому не хочется лезть в эту воду. Думаете, мне хочется? Но когда пересилишь себя, ныряешь, все отпускает тут же. Совсем другие ощущения. И вот уже ходишь, все, тебе уже не холодно, даже сейчас холодно станет, уже хорошо. И ты доволен, что ты пересилил себя очередной раз. Вот такими маленькими моментами в жизни, когда ты переступаешь через свое нежелание, люди добиваются каких-то больших целей. Все по чуть-чуть, не все сразу. Поэтому, друзья, пересиливайте себя, делайте то, что вам нужно сделать, но не хочется, но делать надо. Не зря говорят, что нужно выйти из зоны комфортно. Внутри живет маленькая обезьянка, которая ничего не хочет делать. Ей бы покушать, поспать, поваляться, быть в тепле. Это в каждом человеке есть. Вот надо, чтобы разум ее не слушал, а делал так, как ему нужно. Так что все, мы закончили на эти выходные. Здорово, вообще 4 дня провели. Я прям очень доволен. У меня, можно сказать, прокачался до 2-го уровня. С 0-го до 1-го я, наверное, прокачался, когда у нас была теория и скалодром. Сейчас уже левел 2. Я уже понимаю, что за снаряжение, как он используется. Вот жалко, уезжаем, конечно, уезжать никогда не хочется, блин. Особенно сегодня так распогодилось, ветер не сильный, погодка. Все, надеюсь, вам понравилось на Иланке. Кто здесь живет в Якутии, приезжайте, здесь очень круто. Как в Крыму. Вот у меня такие ассоциации, что это южная такая природа, вот все такое. Хотя еще весна, еще даже не зазеленело все. А когда будет зеленое все это летом, это же вообще будет рай просто. Так что приезжайте в Якутию, кто не был в Якутии, кто живет в Якутии, приезжайте на Иланку, езжайте в разные другие места интересные, в которых вы никогда не были, и вам на это все нет времени, вы думаете, что вы успеете когда-то потом. Ничего вы не успеете. Я в Питере много чего не посмотрел, потому что тоже думал, что потом когда-нибудь все это сделаю, и ничего не сделал. Так что спешите жить, делать дела сейчас, а не когда-то потом. Все. Всем пока. До встречи на Афродите.